Два дорожно-транспортных здарэння адбыліся на дорогах вобласці ў мінулыя выхадныя. Одно з іх на аўтадарозе М10 Кобрын-Гомель, граница Российской Федерации, где загинул водитель легкового автомобиля. По предварительной информации, водитель 1952 года рождения, житель города Бреста, управляя автомобилем марки Renault Megane Scenic, двигаясь на 516-м километре автодороги М10, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки Scania под управлением 1980 года рождения жителя города Иваново. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Renault от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. 7 пожаров зарегистрировали супрацоўнікі МНС. У огне загинул человек. Огнем пошкоджено 6 побудов. В агрогородке Нача на улице Советской загорелся двухквартирный деревянный жилой дом. До прибытия подразделений МЧС горящий дом покинула хозяйка одной из квартир, пенсионерка 1932 года рождения. Женщина сообщила прибывшим спасателям, что во второй квартире могут находиться люди. Звеном газодомозащитной службы в ходе тушения на полу, в коридоре и в одной из жилых комнат были обнаружены тела погибших хозяина квартиры 1981 года рождения и его отца 1949 года рождения. В результате пожара огнем уничтожены кровля и перекрытие жилого дома. Он не пригоден для дальнейшего проживания. Найбольшая колькасць злачынстваў за мінулыя выхадныя зафіксавана па лініі крымінальнага вышуку – 13, усяго 20. Самая буйная з пачатку года партыя спіртазамяшальнай вадкасці затрымана супрацоўнікамі Івацевіцкага райотдела милиции. В поле зрения правоохранителей попал нигде не работающий 50-летний местный житель. На автомобиле Ивеко он перевозил из Российской Федерации спирт, причем замаскировал этот спирт строительными материалами. При осмотре автомобиля сотрудники милиции обнаружили 2880 литров спиртосодержащей жидкости. В отношении водителя был составлен административный протокол за нарушение действующего законодательства, а спирт был передан на ответственное хранение в Івацевічський райпо. Супрацоўнікамі брэсцкай мытні выяўлена ўсяго 96 адміністрацыйных парушэнняў. На пункте мытнага афармлення дамачава знойдзена буйная партыя незадеклараванай валюты. Гражданин Российской Федерации, следуя на выезд из Республики Беларусь по зеленому коридору, пытался незаконно, без декларирования, переместить через таможенную границу 19 800 евро. В соответствии с законодательством, при перемещении через границу наличных денежных средств в размере свыше 10 тысяч долларов США вся сумма подлежит обязательному письменному декларированию. В данном случае превышавший установленный эквивалент 11 тысяч евро изъяты таможней до решения суда. В отношении гражданина проводится проверка.